Добрый вечер. Это телеканал ТНВ, и вы смотрите новую телевизионную викторину, в которой каждый, абсолютно каждый может проверить свои знания по татарскому языку. Меня зовут Ильсур Нафиков, и я приглашаю вас на телеигру «Переведи». В нашей программе принимают участие два игрока. Герои сегодняшней игры – это Айдар и Лейсан Марданшин из города Москвы. Салям. Салям. Татарскому языку учились в семье. На игру приехали всей семьей проверить свой уровень татарского языка. Татарский я изучала в школе, нам преподавали. Ну, такой средний уровень был. А вот Сюмбикена, дочку, я стараюсь учить дома, так как мы живем в Москве и нет возможности водить в татарскую школу. Айдар, Лейсан, правила первого тура очень просты. Сейчас перед вами появятся две темы. Необходимо будет выбрать одну из тем. После того, как вы выберете тему, вам предстоит перевести 10 слов с русского языка на татарский. Каждому слову будет предложено 3 варианта ответа. Если вы выбираете верный вариант, получаете 2 балла. Если выбираете неверный, то из оставшихся 2 право выбора будет у вашего соперника. В этом случае он может заработать 1 дополнительный балл. Все понятно? Понятно. Понятно. Ну что ж, уважаемые телезрители, у нас сегодня в гостях семейная пара. И, как ни крутите, выиграет кто-то из Марданшиных. Айдар, Лейсан, перед вами 2 темы – природа и рыбалка. Кто будет выбирать, решать вам. Лейсан будет выбирать. Ага. Лейсан, как вы думаете, природа или рыбалка? Ну, скорее всего, природу. Все-таки рыбалка не так близка, как природа. Нет, будет природа легче. Итак, тема природа. Играем с Лейсан. Лейсан, первый вопрос к вам. Скажите, пожалуйста, а где вы познакомились со своим супругом? Мы с супругом познакомились в университете, в котором Санкт-Петербургский государственный университет культуры и искусств. То есть вы люди искусства. Да, мы оба дизайнеры. Ну, насколько я знаю, Айдар, вы родом из Башкортостана, Лейсан, а вы из Казани, но живете в Москве. Да. А познакомились в Санкт-Петербурге. Все верно. Как так произошло вообще? География очень большая, да, у нас. Ну так вот, видимо, у нас суждено было именно в Петербурге встретиться. Отлично. Ну что ж, давайте начинать нашу игру. Итак, внимание, тема природа. Первый вопрос. Лейсан, скажите, пожалуйста, как по-татарски будет солнце? Куяш, кяляш или ой? Сейчас. Уже можно давать, да? Да, вы можете давать ответ, конечно. Ну, Если я вы уверены. выберу... Сейчас. Ну, я выберу каяш. И это правильный ответ. Да, действительно, куяш – это солнце, ой – это луна, месяц, а вот каляш – это невеста. Айдар, играем с вами. Второй вопрос. Тут все посложнее. Как по-татарски будет воздух? Хава, жир, ут. Ну тут, по-моему, ничего сложного, да? Ну, не Вам знаю, кажется, мне кажется, третий. с подвохом? Я думаю, да, вот. Конечно же, хава, первый вариант. Конечно же. Ну да, тут ут. Конечно же, хава, первый вариант, сказал Айдар. И абсолютно прав. Да, действительно, хава – это воздух, жир – это земля, а вот ут – это огонь. Следующий вопрос, Лейсан, играем с вами. Как же с русского языка на татарский переводится слово «природа»? Тут у меня тоже 3 варианта ответа. Это медениет, эдебиет и табират. Табигат. Вам кажется, что это табират? И это правильный ответ. Да, действительно, медениет – это культура, эдебиет – это литература, а вот табират – это природа. Айдар, играем с вами. Переведите на татарский язык слово «луч». Гарур, нур, щуар. Поддаться себе нет. Это второй вариант ответа, Нур. Это нур. И это правильный ответ. Да, действительно, щуар – это пестрый, а гарур – это гордый. Итак, впереди у нас 5-й вопрос, и играем с вами, Лейсан. Как по-татарски будет яма? Щокор, калкулык или оя? Шыкыр була. Щокор була, дейді Лейсан. Хамбу дырыс жавап. Это правильный ответ. Да, действительно, калкулык – это возвышенность, а вот оя – это гнездо. Пока без ошибок. Ну что ж, Айдар, давайте не проигрывать. Играем с вами. Как по-татарски будет пустыня? Королок, щуль
Кумлок. Ага, нет подсказки. Ты женат или нет? Жена ты или нет, сказал Айдар. Жена или не жена? Соберись, пожалуйста, подскажи мне. Как песок. Это как в университете. Подскажи. А был такой момент в университете, что вы друг другу помогали учиться? Конечно. Я есть время книжки, учебники передавал. Я на все у себя на полке складировал, и мне пришлось на ней жениться, чтобы все себе вернуть. А, вот в чем секрет. Вот Это такой был- вот хитрый прием придумала Лейсан, между прочим. Хорошо, первый вариант Корлык, что ли? Корлык? Первый Нет. вариант Крылов. Не знаю. Не знаешь, да? Ладно, я не знаю, да, первый вариант. Это ваш... Вы уверены вообще в этом ответе? Я думаю, кор это типа... Что ты смеешься? Ну, это нормально. И я просто думаю, что пусть мне повезет. Итак, ваш ответ? Номер один. Крылов. Корол. Это неправильный ответ. Лейсан, играем с вами, можете заработать дополнительный балл и обогнать супруга. У нас сегодня такая семейная игра. Как же по-татарски будет пустыня? Кумлок. Шуль или кумлок? Комлот булар. Кумлок. Ну, я так Вы думаю. вообще уверены в этом варианте? Ну, не совсем, конечно, уверен, но песок как бы ком, поэтому я думаю, может, Комлок. нет. Поэтому комлок болсын. Ваш ответ принят. И здесь вы солидарны с супругом. Это неправильный вариант ответа. Пустыня действительно щуль. Ничего А себе. кумлок – это песчаное место, а корлок – это засуха. Ой, бля. Так вот, слова вроде бы похожи. Слушай, но- надо его будет в алфавит засунуть. Что ж, играем дальше. Дополнительный балл заработать не удалось. Впереди нас ждет 7-й вопрос. Играем с вами, Лейсан. Как по-татарски будет слово «овраг»? Вау. Щокор, щуар, ботак. Щокор, щуар, ботак. Шуар болсын. Щуар. Мен білмеймін, но шуар болсын. Ваш вариант ответа принят. И это неправильный вариант. Вау. Айдар, можно заработать дополнительный балл, немножко обогнать супругу. Итак, как же по-татарски будет овраг? Щокор или ботак? Ну, пусть первый вариант будет щекор. Ваш вариант принят. И это абсолютно правильный вариант ответа. Как я уже говорил сегодня, щуар – это пестрый, ботак – это ветка, а щокор – это яма, овраг. Это же вопрос был. 8-й вопрос. Играем с вами, Айдар. Скажите, как по-татарски будет снежные заносы? Кар биртекләре, кар көртләре, кар базлары. Снежный занос. А Бике как-то говорила там, типа, кар... Базлары. Баз это лед. Кар, базлары. Это может быть иней. А заносы. Как же по-татарски будет снежные заносы? Кар биртекләре, кар көртләре или кар базлары? Я переводчик установил себе на iPhone. Можно помочь? Нет. А зачем тогда устанавливал? Ну, ладно, тогда... Второй вариант. Көртләре. Картляры. Это просто интуиция? Да, это просто на абу. На абу. На абум так на абум. Но говорят на абум иногда. Бывает очень полезно. Это правильный вариант ответа. Да, действительно, кар биртекләре – это снежинки, а кар базлары – это погреба. Раньше засыпали их снегом, и чтобы было холодно, и можно было хранить. Было такое понятие, как кар базлары. Лейсан, ваш последний вопрос в первом туре. Поднажать надо. Как же по-татарски будет материк? Вау. Не материт, а материк. Кыйтга, котоп, кыйтал. Ой, мен білмеймін. Кыйтга, Так, давай подсказ. котоп, кыйтал.
Вы в школе на русском, на татарском учились? Урыща. Урыща. Угу. Русский. География была на русском. Да, география полностью на русском была. Материки помните вообще? Какие материки вы знаете? Давайте. Ой, давай, да. Вот хорошо быть замужем, да? Да, все верно. Ну, прям ощущение, что действительно, что вы за Айдаром, как за каменной стеной. Итак, Нет, давайте икинчи кытып. Кутуп. Да, наверное. Прям, ну ладно. Я рарбулсын шу. Принят ваш ответ. Но это неправильный ответ. Айдар, ну, под конец можно Опять еще за себя упрочить отдуваться надо. свое лидерство. Как вы думаете, как по-татарски будет материк? Все-таки китха или китал? Китха или китал? Может, вот какие материки вы знаете? Вот с вами, мне кажется, здесь Африка. Африка. Есть, угадали. Точно. Вы любите путешествовать? Да, люблю. Ну, судя по тому, да, как... В Африке бывали? Да, бывал, конечно же, был. А в каких странах? Египет, дайте угадаю. Все верно, да. Египет. Хургада, Шарм-эль-Шейх. В Хургаде только. И мы доехали до этого пирамид. 2 раза были и 2 раза посещали пирамиды. Не вижу смысла ехать в Египет, если не Кстати, посетить. знаете, как Египет по-татарски будет? Египет? Нет. А, Египет? собственно, так же, как по-арабски и по-турецки будет Миср. Может, и материк, да. Итак, китха или китал? Пусть первый вариант. Китха. Повторите за мной. Китха. Кытха. Китха. Может, все-таки так сложно, может, не так. Кытха. Может быть. Кытха. Итак, первый вариант ответа Да. китха. Первый неправильный вариант ответа. И это правильный вариант ответа. Да, действительно, материк это китха, а китал это бой, сражение. А вот кутуб это полюс. Коих 2, северный или южный. Последний вопрос первого тура, адресован вам, Айдар. Скажите, как по-татарски будет ртуть? Тыры кымыш, кымышлягыш, жанлы кымыш. Че, татарский ртуть вообще есть, что ли? Ну, вообще, да, у татар есть ртуть. Я думал, ртуть будет ртутин, да. Она ртуть... Ртуть... Хайда ртуть. Знаете, как по-английски будет ртуть? Ферм? Нет, ферм это. Нет, не знаю. Вспомните известного музыканта Фредди. Меркурий, что ли? Вот так и будет ртуть по-английски. Да, действительно, Mercury это ртуть. Что там Если нет уж у вариантов. англичан есть свой вариант, поверьте мне, у татар всегда должен быть свой аналог. Как вы думаете, тыры кымыш, кымышлягыш или жанлы кымыш? Что-то на какой-то должно быть такое не очень. Что камыш как-то приятно звучит. Камыш, да, Вы когда-нибудь прогноз погоды на татарском языке на канале смотрели? Да, смотрел, кстати, недавно. Там всегда говорят по-татарски 767 миллиметров ртутного столба. Да? Относительная влажность воздуха 75%. Я как-то прослушал. Как будет ртутный столб? Хорошо, как будет столб? Я сейчас вас увижу в такие дебри, что мы с вами скоро электрификацией займемся. Без понятия вообще. Для меня ртутный столб был ртутный столб по-татарски. И по-английски. Ртут столба. Шувай. Итак, ваш вариант? Первый вариант. Это камыш. Ваш ответ принят. И это правильный вариант ответа. Да, действительно, ртуть это тыркымыш, ртутный столб это тыркымыш баганасы. Вот жанлы кымыш это вообще я придумал так, чтобы нам с вами веселее было жить. А кымышлягыш это осеребритель. То, что осеребряет. Первый тур подошел к концу. Лейсан, вы набрали 6 баллов. Айдар, вы набрали 10 баллов. Не боитесь пойти домой потом? Ни капельки. Это телеигра «Переведи». Не переключайтесь. Впереди нас ждет второй тур и новая партия слов. Оставайтесь на нашем канале.
Истянмисыз. Меня зовут Ильсур Нафиков, в эфире телеигра «Переведи». Здесь победителем становится тот, кто лучше знает татарский язык. Сегодня с нами играют Айдар и Лейсан Марданшин из города Москва. Первый тур позади, и по итогам этого тура впереди Айдар. У него 10 баллов, у Лейсан 6 баллов. Вы готовы играть дальше? Да. Сейчас начнется второй, но не последний тур нашей телеигры. Перед вами появятся две темы. После того, как вы выберете одну из двух тем, а выбирать будет тот, у кого больше баллов по итогам первого тура, и это вы, Айдар, перед вами снова появится 10 слов. Только на этот раз необходимо будет перевести их с татарского на русский. И для того, чтобы вам было проще, я буду предлагать 3 варианта ответа. Если вы выбираете верный, получаете 4 балла. Если выбираете неверный, из оставшихся 2 вариантов правильный вариант сможет выбрать ваш соперник. И в этом случае он сможет заработать 3 дополнительных балла. Все понятно? Ну что ж, тогда мы начинаем. В эфире телеигра «Переведи». Собрались и let's do it, Дуслар. Айдар, Лейсан, перед вами 2 темы. Криминал и любовь. Выбирайте вы, Айдар. Любовь, конечно. Выбирайте любовь. Тема «Любовь». Играем с Айдаром. Айдар, подскажите, пожалуйста, как с татарского языка на русский переводится слово «махаббат»? Любовь, болезнь, дружба. Что-то, а может, я ошибусь. Да, ты же знаешь. Посмотрим. Любовь, болезнь, дружба. Я склонен к любви. Точно не болезнь. И точно не дружба. Любовь, конечно. Махаббат – это любовь. И это правильный вариант ответа. Да, действительно, махаббат – это любовь, а дружба – это дуслык, а вот болезнь – это шир, ауру. Второй вопрос, Лейсан, играем с вами. Как же с татарского языка переводится слово «гошик булу»? Упасть, влюбиться, потеряться. Ну, раз тема любви, то влюбиться, скорее всего. Это единственный повод, почему вам кажется, что «гошик булу» – это влюбиться? Вы когда, вот в тот момент, когда вы влюбились, вы не почувствовали себя потерянной или, может, упали? Я сразу влюбилась, и все. И потерялась. Сразу упала и потерялась. Прошло 7-8 лет. Примерно 7. Да. 2 детей. Итак, ваш окончательный вариант ответа? Влюбиться. Влюбиться. И это правильный ответ. Да, действительно, влюбиться – это ваших булырга, потеряться – это югалырга, а вот упасть – это егалырга. Перед нами 3-й вопрос. Айдар, играем с вами. Как же с татарского языка на русский переводится яулык? Итак, варианты ответов. Шарф, платок, полотенце. Я выбираю слово платок. Ваш ответ принят. И это абсолютно верный ответ. Да, действительно, шарф по-татарски, между прочим, знаете, как будет? Шарф. А вот полотенце будет сюльга. Вот такая вот истина. Играем с вами, Лейсан. Как с татарского языка на русский переводится слово «курешу»? Расставание, свадьба, встреча. Я выбираю вариант ответа «встреча». Ваш вариант ответа принят. И это правильный ответ. Да, действительно, курешу – это встреча. Расставание – это уайрылышу, а свадьба – это туй. Ну, собственно, все слова вам знакомы по жизни. Играем дальше, играем с вами, Айдар. Как с татарского языка на русский переводит слово «язылышырга»? Писать письма. Расписаться в ЗАГСе. Переписываться. Такой вопрос с подвохом. Написать письма – это хат из Урга, скорее всего. А вот здесь переписываться – это смс-ки из Урга. А расписаться в ЗАГСе, ну там... Давай я тебе подамся. Это 2-й вариант. Расписаться в ЗАГСе. И это правильный ответ. Дело в том, что переписываться будет «язышырга». А вот «язылышырга» – это расписаться в ЗАГСе. А писать письма – это «хуатлар язырга». Вы были абсолютно правы.
Играем дальше. Перед нами 6-й вопрос. И играем с вами, Лейсан. Как с татарского языка переводится слово «сагадет»? Ненависть, счастье, букет. Ненависть. Подожди. Все победишь. Лейсан, ваш ответ. Так, давайте. Вот чего вам здесь ребята. хочется больше всего? Сагадет. Счастье. Счастье. И это правильный вариант ответа. Да, действительно, сагадет – это счастье. Корень у этого слова арабский. Это арабское заимствование в татарском языке. Бахет – это тоже счастье. А букет – это щащак бейламе. Продолжаем игру, играем с вами, Айдар. Как с татарского языка переводится слово «сию»? Страдание, любовь, несчастье. Ничего себе, тот вариант, который я думал, его нет. Вот как вы думали? Я думал, это типа обнимать, любить, этот, как это? Ну да, Обнимать будет шакларда. да. А что я все время говорю, сюмбике кинмандами Сием как бы. сием. Полюблю, что ли, тебя? Ничего себе, я не знал, что я говорю. Вот так вот. Порой ляпнешь, а потом оказывается... Ну, навряд ли я говорил, иди сюда, пострадаем вместе. Ну, если методом исключения, то... Да, иди моей сюда, несчастье, да? Да. Ну, значит, я ей говорил всегда любовь, да? У вас шикарно развита логика, и это правильный ответ. Да, действительно, сию – это любовь, несчастье – это бахатсиздек, а вот страдание – это газаб. Вот так. Лейсан, играем с вами. 8-й вопрос. Да. Как с татарского языка переводится «кменле»? «Кменле». Тяжелая, больная, беременная. Беременная. Ваш вариант принят. Тема любовь, и это правильный вариант ответа. Тяжелая – это ауэр, а больная – это ауэру. Последний вопрос второго тура, адресованный вам, Айдар. Как с татарского языка на русский переводится «кндерге»? Желтеть, ревновать, хранить. Хранить. «Кндерге». Ну, тема любовь явно не желтеть. Почему? Ну, что-то я не желтел. В татарской культуре традиционно желтый цвет – это цвет печали. Хранить. Типа хранить верность. Второй вариант все-таки, скорее всего, ревновать. Кндерге – ревновать. А вы ревнуете свою жену? Не давал повода еще. Это правильный ответ. Я имею в виду, когда жена не давала повода. И кндерге – ревновать – это тоже правильный ответ. Да, действительно. А желтеть соргайырга обычно говорят согану соргаю. Оттуда желтеть имеет отношение к теме любви. Ну, а наш третий вариант ответа – хранить – это сохларга. Последний вопрос второго тура, 10-й, адресованный вам, Лейсан. Как с татарского языка на русский переводится слово «назлылык»? Нежность, страсть или изящество? Нежность, Второй страсть, вариант. изящество. Страсть, скорее всего. Страсть. Да. Это неправильный ответ. Айдар, играем с вами. Вот. Айдар, как же с татарского языка на русский переводится слово «назлылык»? Нежность или изящество? Я сейчас слышал слово «назлылык». И это плюс 10 баллов. Но вообще, вот я его не слышал в контексте, что это изящество. Назлылык. А может быть, типа, назлылык искусство, изящное искусство, ну, нежное. Ну ладно. Нежность. Нежность. Напоминает рекламу творога.
И это правильный ответ. Да, действительно, назлок — это нежность, страсть — это дерт, а изящество — это назахат. Уважаемые телезрители, это телеигра «Переведи». И на этом она не заканчивается. Впереди нас ждет финальный тур. Дорогие друзья, не переключайтесь. Правила финального тура очень просты. Сейчас традиционно перед вами будет две темы. Выбирать будет тот, у кого больше баллов по итогам 2 туров. И это вы, Айдар. После этого вам будет предложено 10 слов перевести с русского языка на татарский. Только в этот раз вариантов ответа предлагать я вам не буду. Если вы отвечаете правильно, вы получаете 4 балла. Если отвечаете неправильно, то право ответа получает ваш соперник. И в этом случае он может заработать 5 баллов. Все понятно? Да. Это финальная битва. Собрались и let's finish. Айдар, играем с вами 2 темы: дом, выпечка. Не одна тема. Выпечка. Выпечка. Решили помочь супруге. Итак, тема выпечка. Первый вопрос. Как по-татарски будет треугольник? Вариантов ответов нет, да? Ага, нет в этот раз. Вот такой сложный вопрос. Сейчас я... Ой. Ишпешмак будет. Ишпешмак. И это правильный ответ. Значит, правильные треугольники вам готовят. Лейсан, играем с вами. Мне кажется, тема прям ваша. Ну, не Как знаю. по-татарски будет чак-чак? Шулай блайнды, чак-чак. Шулай блайндл. Чак-чак. А Щек-щек. как щек-щек? Щек-щек — это правильный ответ. Ладно, играем дальше. 3-й вопрос. Как по-татарски будет перемяч, Айдар? Так, и как же будет? Как же будет перемяч? Как же будет перемеч? Я не знаю, но так же Айдар, будет. Так же будет перемеч. Я сдаюсь. Ваш ответ принят. И это правильный вариант ответа. Я имею в виду не сдаюсь, а также будет перемяч. Да, действительно, перемяч по-татарски будет перемяч. Если мы играем с вами. Как по-татарски будет лакомство, которое в буквальном смысле переводится как птичий язык, но по-русски именуется хворостом? Каштына. Это правильный ответ. Молодец. Айдар, играем с вами. Как по-татарски будет тесто? Даже такой суп есть, тукмаш. Да? То есть ваш вариант ответа — это тукмаш. Да. Это неправильный ответ. Лейсан, есть возможность набрать дополнительных 5 баллов. Как по-татарски будет тесто? Камар. И вы сократили отставание, и это правильный вариант ответа. Кстати, есть такой даже герой литературный, его зовут Камар Батыр. Барма. А тукмаш — это лапша, который уже нарезанный, готовый продукт в своего родники. Сейчас мне вопрос. Сейчас мне вопрос. Да, конечно, сейчас ваш законный вопрос. Абсолютно верно. Как по-татарски будет дрожжи? Дрожжи, да. Дрожжинден, дрожжинден. Дрожжи. Ой, білмеймін. Итак, дрожжи. Білмеймін. Дрожжи Білмеймін. болсын. Ваш вариант принят. Это неправильный вариант ответа. Айдар, есть возможность заработать дополнительных 5 баллов. Как же с татарского, точнее с русского на татарский переводится слово дрожжи? Я, наверное, буду солидарен с Лейсан. Я тоже скажу, что будет бельмим. Я впервые за эту программу 2 раза на один и тот же вариант говорю, это неправильный вариант ответа. В Татарстане есть такой район, он так и называется Дрожжиновский район. Ой. А татарская версия этого района Щупряле района. А точно. Щупря — это дрожжи, Лейсан. Да, я забыла. Итак, играем с вами. Айдар, скажите, пожалуйста, как по-татарски будет слово «месить»? Завис. Ну, в данной ситуации имеется в виду больше тесто, конечно. Камыр. Басарга.
Если я сейчас неправильно скажу, Лейсан ответит, и меня догонит, да? Ну ладно, у меня других вариантов нет. Басарга, да, вот так. Ну, это нажимать, конечно. Это правильный вариант ответа. Да, действительно, применительно к тесту говорят именно басарга, то есть хомар басалар. Играем с вами, Лейсан. Подскажите, пожалуйста, как по-татарски будет раскатать? Жеерге. Жеерге. И Как же я боялся подсказать и оставить обоих в равных условиях. Жеерге. И это правильный ответ. Да, действительно, хомарный жеерлер. Последний вопрос финального тура, адресованный вам, Айдар. Скажите, пожалуйста, как по-татарски будет пышка? Вот иногда не только к выпечке, даже к девушкам говорят, пышка. Пышка. Лейсан, ты знаешь, да? Нет. Ну тогда я не знаю, я выиграл. Айдар очень хитрый, действительно, человек. Он сначала спрашивает, в случае того, вдруг супруга его догонит, говорит, ты знаешь? Нет. Ну тогда я тоже не знаю, все нормально. Это неправильный ответ, а с правого хода переходит к Лейсану. Может, Лейсан действительно схитрила. Лейсан, как по-татарски будет пышка? Хорошо, от какого глагола, по-вашему, образовалась пышка? Кутарылген, как там, не знаю. Кутарылген, как там, не знай. Итак, вариант кутарылген, как там, не знай. Это неправильный ответ. Вообще, очень часто в такой ситуации говорят, что хомар кобара, а пышка будет кобартма. Такая вот простая истина. Лейсан, играем с вами, у вас есть законный, последний вопрос финального тура. Как по-татарски будет рулет? Котлама. Отлично! Вариант котлама принимается, и это правильный ответ. Итак, по итогам сегодняшней игры Айдар набрал 40... Лейсан, мы с вами вместе в теме выпечка набрали 43 балла. Вы не уходите от нас с пустыми руками. Я уверен, что русско-татарский разговорник поможет вам изучить лучше татарский язык. Лейсан, а вам достаются татары в меняющемся мире, очерки этнополитической истории. Лучше знайте свою родную историю. Спасибо вам. Ой, рахмат. Рахмат. Дорогие друзья, вы тоже можете принять участие в телеигре «Переведи» и проверить свои знания по татарскому языку. Для этого необходимо позвонить по телефону в Казани 570 50 76. Помните, знание языков еще никому не мешало. С вами была телеигра «Переведи». Я ее ведущий Ильсур Нафиков. Увидимся на каналах ТНВ «Планета» и ТНВ «Татарстан». Пока-пока. Очень понравилась игра, столько впечатлений. Для меня самое сложное это было слово «материк». Вот не знала и никогда, а сейчас узнала благодаря игре.